Добрый день, уважаемые зрители! Я рад снова видеть в студии экспертов. Нас волнует, когда мы конкретно в республике, в стране достигнем коллективного иммунитета. В США количество полностью привитых человек составляет 53% населения, в то время как в России 28% привитых, или 58% от плана. Вот сравните, хотя США больше по населению в 2 раза, но у них такие мощные показатели по вакцинированию. Вечер добрый, очень рады видеть вас, уважаемые коллеги и наши уважаемые гости. Встречу хотела бы напомнить, что наш экспертный клуб работает в этом формате уже 2,5 года, и мы обсуждаем тему пандемии, борьбы с новой коронавирусной инфекцией уже не в первый раз. До этого мы обсуждали эту тему по ВКС, и на наши вопросы отвечала Ольга Валерьевна Балабкина, заместитель председателя правительства Якутии. И первый вопрос, наверное, у нас касается в целом текущей ситуации на сегодня. Как у нас? Добрый вечер. Я благодарю экспертный клуб и здесь присутствующих журналистов за приглашение. И я думаю, что сегодня состоится такой открытый, для нас это, наверное, один из первых за последние 2 года открытых диалогов с журналистами, когда мы с соблюдением всех норм социальной дистанции при наличии вакцинирования можем ответить на те вопросы, которые волнуют. Потому что в основном мы работаем по правилам соблюдения установленных санитарными правилами в режиме либо ВКС, либо посредством брифинга. В целом по республике зарегистрировано 51 162 случая подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Цифры, которые я называю в течение 2 лет и которые я называю сейчас, являются официальными цифрами Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия. Получаем мы и снимаем их в оперативном штабе, начиная с 6 часов утра каждый день. Работают сотрудники оперативного штаба для того, чтобы собирать эту всю информацию по республике, и которые потом в дальнейшем для нас являются анализом ситуации в целом на территории республики. У нас за весь период 82,7% выздоровело население. Уже на настоящий момент сказать, что вот эта вот цифра для нас 82,7, наверное, это одна из небольших цифр. Обычно эта цифра у нас в процентном соотношении больше. Но здесь Лена Фраимовна лучше, чем я, объяснит, что происходит с новым вирусом. А он немножечко другой, это сегодня уже подтверждают все, и поэтому, соответственно, и наши темпы лечения, выздоровления больных, они немножечко снижаются. Но на настоящий момент у нас 7732 человека находятся на лечении. Сегодня у нас есть, в принципе, в больницах во всех районах, и в городе Якутске есть больные, так же, как и есть большое количество амбулаторных больных. Теперь к вакцинации. Вакцинация у нас, как вы знаете, началась, по сути дела, с декабря 2020 года, правильно же, да? Мы экспериментально вакцинировали медицинских работников, и, соответственно, где-то с марта-апреля мы, так же, как и вся страна, приходим к вакцинации уже не только групп, которые массовой, именно массовой, не только групп, которые являлись группами, мы сразу их понимали как группы обязательные, но и, к массовой вакцинации были разные периоды наличия или отсутствия по объему вакцины на территории республики. Но в целом у нас сегодня получили первую вакцину 336 144 человека. От взрослого населения республики это 46,8%. Если говорить относительно того, как мы выглядим на территории Российской Федерации, Лена Фраимовна мне сейчас подскажет, 9 место, да? Сегодня 8, а 9 по темпу. На прошлой неделе 9. То есть, мы в любом случае темпы держим, и, в общем-то, в целом, задачу, которая поставлена, мы выполняем. И, конечно, мы рассматриваем сегодня вакцинацию как один из способов защиты от новой коронавирусной инфекции, и она у нас четко вписана в саму систему. Для начала определиться нам, что такое коллективный иммунитет, потому что разные данные есть.
Всегда при всей вакцинации у нас есть группы коллективного иммунитета, когда мы считаем, что это 60% от взрослого либо от детского населения. Что касается ковидной вакцины, здесь мы прививаем только взрослое население, и, соответственно, расчет изначально шел на 60% от, еще раз повторю, взрослого населения. В дальнейшем мы смотрели и видели, что сегодня мы занимаемся, некое такое понятие есть экстренная вакцинация, когда мы должны это сделать быстро и сейчас. К сожалению, мы опоздали всей страной, и республика в том числе, и здесь надо, наверное, сказать, что, возможно, нам не хватило этих темпов за счет неготовности наших производств выводить большое количество в гражданский оборот вакцины, но надо сказать и отдать должное и Министерству здравоохранения, и штабу Голиковой, что при любом обращении нашей республики от имени главы нас всегда поддерживали, и вы видите, что сегодня у нас в наличии 485 тысяч доз вакцин, таких ни в одном регионе нет. И тем не менее, мы должны были это сделать очень быстро, еще раз повторюсь, всей страной. Мы затянули с этим процессом. Экстренной вакцинации у нас не получилось, и, соответственно, изменились и показатели. То есть с 60% мы перешли на 80% населения. И только таким образом научное сообщество все считает, что мы можем достичь оптимальных параметров для того, чтобы наконец-то каким-то образом разрушить эту цепочку передачи ковидной инфекции от одного к другому. Ответить на такой вопрос: вакцинировались ли вы? В прошлом году неизвестно было, как лечить ковид вообще-то. С нами работала доктор-инфекционист. Вот она нам сказала по пути, вот в Новосибирске я вакцинировалась. Мы впервые тогда услышали. Она сдала антитела кровь на ковид, и у нее уже выработались антитела от ковида, уже 300 было. Это уже в конце июня. Мы так обрадовались. Оказывается, она очень легко перенесла. Все мы рады были, что, оказывается, есть ключ, потому что тогда не знали, как лечить ковид. Лечили по первой версии, которую издала, китайская версия по лечению ковида, плаквенилом, гидроксихлорохином, рибавирином, и антибактериальной терапией. Речь тогда и не шла и о антикоагулянтах, и то, что мы сейчас лечим по 11-й версии пациентов всякими тоцилизумабами, биологическими препаратами, Вот так и началось. А насчет вакцинации, я первая вакцинировалась, потому что я работаю в красной зоне и спутника. Спутник 5. Потому что эта вакцина прошла 3 испытания, и во всем мире спутник 5, вот эту вакцину нашу признали. Я тоже вакцинировался в апреле спутником ВИ, самой распространенной вакциной. И думаю, она все-таки самая действенная, поскольку самая распространенная. Причины были простые, потому что мне надо было выезжать в другой город. Неизвестно, вдруг я там заболею чем-то в другом городе. Кто убежденный противник вакцинации, я думаю, что все-таки на кону стоит жизнь человека, жизнь его близких, здоровье. Поэтому какие-то побочные мелкие эффекты, они не могут, наверное, остановить нормальных людей. Дело в том, что я вакцинировалась, но не планировала. А для того, чтобы вакцинироваться, в общем, была причина. Я планировала поехать в отпуск. И вторая, причина: в нашем коллективе переболел сотрудник. Его отец, такой возрастной, за 70 лет, он получил вакцину в феврале, и он переболел очень легко. Буквально 10 дней он здоров. А наш сотрудник, он болел 1,5 месяца. Сколько лет сотруднику? За 40. Да. И поэтому, как-то подумала, мало ли. Хотя я вообще считала, что у меня очень хороший иммунитет, и прививаться мне, наверное, не обязательно. Опять же, переболела я сразу после 2-го укола. Получила 2-й укол. Буквально через пару дней я уже заболела. В какой форме? Легкой? В очень легкой форме. Практически день лихорадки, какой-то непонятного такого состояния. А потом, на завтра у меня исчезло обоняние.
И тогда я вызвала врача. Пока ехал врач, у меня обоняние мое почему-то вернулось, но больше не пропадало. Ну, по крайней мере, все прошло очень легко. Через буквально 10 дней у меня взяли повторный анализ, он уже был отрицательный. Единственное, что меня беспокоит во всей этой истории, это отдаленные последствия. Вот сегодня, я как бы бодра и здорова, как бы себя хорошо чувствую, да. А что будет там через год, 2-5, вот, возможно, будут какие-то последствия, возможно, их не будет, никто не знает. Значит, мы вакцинируемся вакциной «Спутник-5». И у меня вот вопрос, опять же, относительно этой вакцины. Мы вакцинируемся этой вакциной против уханьского вируса. А сейчас вот развелось вообще очень много штаммов, чуть ли не в каждой стране, на каждом континенте свой. И вот насколько эффективна вот эта вакцина относительно каких-то новых штаммов будет? Я на прошлой неделе была на форуме социальных инноваций регионов, на котором был круглый стол, панельная дискуссия, на которой присутствовал господин Гинзбург. Ему был задан этот вопрос, на который он отвечал сразу. Он сказал, что, безусловно, клиника его дальше продолжает делать другие вакцины на этой же базе. Сегодня данную вакцину они признают как эффективную, в том числе и против других вирусов. Другой разговор, они официально будут говорить через некоторое время о том, как изменился вирус и, соответственно, какие еще меры безопасности здесь возможны. Говорят об эффективности вакцины для всех штаммов. Мы в прошлом году с семьей переболели раза 3, наверное, короной. 2 раза у нас это. Да. По 3 раза. Почему? 3 раза болели всей семьей, мы переболели короной, перенесли ее. Они же все вместе. Да, 2 раза у нас подтвержденная была, 3-й раз уже там мы уже не стали заморачиваться, получили таблетки, съели и все там. Да. Кошмар как. В этом году мои друзья первые пошли в вакцинацию, вот эти товарищи Сумченки, да. Тут потом на меня кое-кто носил, и пришлось мне тоже ходить. В принципе, я понимал, что надо вакцинироваться. Я семью свою сводил, потому что, на самом деле, тяжело, когда весь год вот это вот состояние болезненное какое-то, непроходящее. Но тем более сейчас уже узнаю, что люди, которые не вакцинируются, многие же умирают, на самом деле так. Тем более умирают уже люди, не пожилые, а достаточно молодые. Зачем это рисковать, такой риск больше не делать? Вот и все, собственно говоря. Укололся я и пивак короной. Там задумался, не стал спутник, что было, тем не укололся. У нас у государственных средств массовой информации всегда был доступ к авторитетным спикерам, поэтому на протяжении всей этой пандемии мы писали постоянно, и тут вопроса не возникало, вакцинироваться или нет, да? Тем более это повышает шансы элементарного выживания. И опять же мера какой-то, она может быть социальной ответственности, то, что ты ходишь, во-первых, ты можешь заразить других, да, и, даже если не сдаешь на ПЦР и сам не знаешь то, что ты переболел. И люблю жизнь, потому что, наверное, да, если ты долго болеешь, ты очень долго не работаешь, и это очень грустно, мне кажется. Шансов, что не переболел, учитывая, что очень много спикеров было, опять же, ходил по красным зонам разным, делал репортажи, и мне кажется, было странно, если я не переболел. Другой вопрос возникает, у нас все меры принимаемые, я так понимаю, у нас план по вакцинированию, да, это фактически только взрослое население. У нас, по последней переписи, около четверти населения это дети, да. Дети, они очень социально активные товарищи, они всегда контактируют друг с другом. Я понимаю, что в школах какие-то меры принимаются, но в то же время у нас не охватывается фактически такие вещи, как общественный транспорт. И тут очень такие серьезные вопросы возникают по поводу того, что есть ли смысл, да, если такие серьезные у нас вещи, где вирус может распространяться, тем более это основной из факторов. Вот это меня тревожит очень сильно на самом деле. Опять же, у нас вечные очереди возникают в некоторых местах. Мне кажется, в этом плане нам стоит поработать, подумать, чтобы это улучшить. Поставила вакцину, чтобы от меня все отстали. Была. И еще хотелось что-нибудь в лотерею выиграть. Там плюшки хорошие пошли, да?
Ну, у меня такая работа, я журналист, я не писатель, я регулярно хожу по каким-то административным зданиям, чтобы получить информацию, чтобы с кем-то встретиться, да, и я не могу каждому охраннику доказывать, что у меня шикарный иммунитет, что я отношусь, по своему глубокому мнению, к 30% взрослого населения, которые в любую пандемию остаются здоровыми. Меня миловала корь, скарлатина, там, ветрянка и другие какие-то такие заболевания, которыми считаются, что люди болеют раз в жизни. Да? Поэтому я как бы уверена, что я выбираю здоровье, что мой организм легко справляется с болезнетворными бактериями и вирусами, что я могу, даже если все будут там штабелями падать, пройти через все это минное поле и остаться при этом совершенно здоровой. Но правила игры устанавливает государство, Оперштаб, например, да, вот представители которого сегодня здесь. И правила игры такие, что мы, например, вот прицельно все время нас заставляют делать вакцину, заставляют там соблюдать какие-то маски носить. Я не могу дышать в этой маске, если можно ее не носить, я стараюсь ее не носить, да, например. И чувствуешь себя как дичь, на которую государство ведет какую-то охоту. И как нормальная дичь хочется выйти из этого поля прицела, например, да. И у меня возникает, вот вопрос, почему у нас все время заставляют людей, например, почему нет выбора? Ведь может быть у взрослого человека выбор без того, чтобы его не лишили там премии, каких-то этих, например, да, чтобы у человека был выбор. Это его жизнь, это его самочувствие, например, да, при этом это не страх вакцинации, страха нету. Также нету и страха перед этими заболеваниями. Я просто не пускаю их в свое информационное поле. Я регулярно работаю с этой информацией все время. Ежедневно мы ставим данные штаба, например. Но меня все время волнует, почему мы ведем статистику только по ковиду, а почему мы не ведем статистику по другим заболеваниям? Разве от них меньше людей ими заболевают? Разве меньше людей болеют ими? Все время как будто во всем мире одна опасная болезнь, коронавирус, как будто у нас не умирают люди от сердечно-сосудистых, там, от желудочно-кишечных, от онкологических. Почему ударились в такую плоскость, игра в одни ворота идет, да? Вот в Сингапуре, например, сказали, все, этот COVID-19 пришел всерьез и надолго, и надо привыкать с ним жить, да. Страдает экономика, страдают как бы психологический климат, моральный климат в обществе. Больше мы вести эту статистику не будем. То есть они там делают вакцинацию, лечат заболевших, да, но они не бомбят этим каждый день свое население, что кто-то заболел, сколько человек заболели, сколько человек умерли, бойтесь, это предполагается, да. А почему у нас вот так вот террор идет этим коронавирусом? Практикующий врач, что можете сказать тем, которые вот надеются, может быть, на свой иммунитет? Не надеются, а уверены, убеждены в своем иммунитете, вот именно, и не стремятся вакцинироваться. Я бы тут начал с того, что болезнь-то новая, вирус новый, и ею страдает весь мир сейчас в данное время. И в частности наша республика, в частности мой район, скажем, да, Чурапчинский. И я бы ничего не говорил, если бы люди не умирали. Как носители хронических заболеваний, скажем, сопутствующие заболевания, которые имеются. Вот если бы люди не умирали бы, не было бы таких ограничений, скажем, таких попыток, да, сделать вот этот ответ такой, по вакцинации. И следует сказать, что 70 стран мира получают нашу одну вакцину, Спутник Ви. По сути, это 3,7 миллиарда человек, получает нашу вакцину. И получается, что 70 стран президентов не будут же проводить геноцид над своим населением. В первую очередь учителей, медиков, полицию. Поэтому я думаю, эта политика правильная. И только коллективный иммунитет, и вы же знаете всю историю, если человечество взять, сколько было этих у нас пандемий, эпидемий, то побеждала только вакцина. А в частности меня, то я получил в январе Спутник Ви, и Ольга Валерьевна же сказала, что последний раз я в Мирбе был к концу года по решению Оперштаба, и когда приехал, у меня даже ИФА больше 10 было, но я все равно получил вакцину, слава богу, все хорошо. Сейчас я на этой неделе должен ревакцинацию уже получить, тоже независимо,
либо спутник Ви, либо спутник Лайт. Поэтому я считаю, вакцинация – это единственный выход и вообще решение вот этой болезни. А вот вы сказали, что люди умирают. А какой вот рейтинг коронавируса? Вот на первом месте от коронавируса по количеству умерших или какие-то другие заболевания все-таки больше? Нет, ковид именно, она вызывает осложнения, связанные вот с сосудами. Она же вот вызывает осложнения, когда даже люди, переболевшие, потом получают осложнения от этого ковида, если вовремя не лечить и даже не вакцинированы. Плохо, что сейчас вот люди, которые умирают, они все в основном не вакцинированы. Вот вакцина-то реально помогает. Мы ведем статистику любого заболевания. У нас их более 1000 нозологических групп, и каждую нозологическую группу мы, естественно, мониторируем. Однозначно, что заболевания сердечно-сосудистой, онкологической, травмы, они имеют лидирующие позиции. Но такого темпа смертности одномоментного, как при ковиде, наша страна, мир, республика еще не знает. И вот цифры, коллеги, в самом начале говорили по летальности. 2,18 у нас сегодня по республике. Это большие цифры. 7,9 у нас общая смертность по республике. 7,9. А по ковиду резко, вот за 1,5 года мы потеряли очень большое количество человек. И не надо думать, что это только одни старики. Да, это было в первую волну так. Но сегодня мы уже видим молодое поколение, и мы с ужасом, с Ольгой Валерьевной, вспоминаем случай, когда погибла 28-летняя девочка. Она, конечно, с серьезными патологиями была, она тяжело, коморбидным состоянием тяжелым, с сопутствующими заболеваниями. Да, но человек погиб 28 лет. Мы видим, вот о чем говорит Артем Михайлович сегодня, когда люди выписываются в тяжелейших состояниях, выводим, врачи просто, я не знаю, простите за выражение, костьми ложатся, всю душу и сердце отдают, стоя у постели больного. И у них же тоже должен быть выбор, они тоже должны пойти к своей семье. Почему они должны 1,5 года стоять в этих СИЗах? Вы не представляете, как это сложно. Час невозможно простоять. Вот я ходила, и мне час уже плохо, а люди сутками стоят. У них разве не может быть выбора? Пойти к своей семье, жить со своей семьей. Вы помните, первые полгода они жили абсолютно изолированно от своих детей. Это же тоже право выбора. А когда люди невакцинированные выходят, выхоженные работников, и потом бывают отдаленные осложнения и погибают от тромбоза. Вы тоже, наверное, слушали этот случай с молодым человеком. Вот тромбоз, просто тромб оторвался, и все. И человек погиб молодой. Можно не вакцинироваться, есть у каждого право выбора, конечно. Но мне кажется, у каждого должно быть, помимо веры в свой иммунитет, и Артем правильно здесь сказал, мы не знаем, что это за вирус. Вот доктор говорит, мы не знаем, как его лечить. Даже все научное сообщество мира сегодня не имеет одной четкой тенденции правил. И не знаем, как оно поведет. Это не корь столетней инфекции. Это, не знаю, не полиомиелит, который мы, кстати, победили во всем мире только благодаря вакцинации. Можно надеяться, но есть люди рядом, есть женщины беременные, есть дети, о которых вот говорили, которых мы не можем вакцинировать. Разве мы не должны сегодня о них подумать? Право выбора, конечно, у каждого. И у каждого это на своей совести. Нет, это просто слова права выбора. Вы же лишаете премий, вы людей переводят на какую-то низкооплачиваемую работу. Это не есть выбор, например. Я объясню, да? Мы же переходим так постепенно к теме, которая называется добровольная, принудительная и обязательная вакцинация. Да? Мы же к ней пытаемся подойти сейчас, сказать, мы там лишаем премии и так далее. В целом существует достаточно сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике. В связи с этим 19 мая вынесено постановление Роспотребнадзора, которое определяет категории граждан, для которых вакцинация является обязательной. Обязательной. Не принудительной, а обязательной. Она добровольная, но она обязательная. Ты работаешь рядом с людьми. Вы спросите ее, зайдет она или Артема, зайдут ли они без вакцины в красную зону? Сейчас, завтра, послезавтра. Что она скажет без врачей? А учитель? Почему учитель должен подвергать себя в том числе риску? Почему вот в этой группе людей оказываются люди, которые работают, которые могут перенести эту инфекцию? Да? О чем говорит сейчас Коля? Он говорит,
Ольга Валерьевна, наведите порядок по автобусах. Да что за безобразие? Вы их чистите, эти автобусы. Да чистили мы 8 месяцев автобусы, 10. И сейчас мы чистим автобусы. Но это мы с вами друг к другу прижимаемся в автобусе. Сами. Но не может власть каждого ходить и говорить, да отодвиньтесь, отодвиньтесь. Полоски нарисовали, тем не менее, да. И будут вопросы, связанные с лишением премии, и будут непосредственно варианты, связанные с тем, что, значит, мотивировать дальше будем продолжать. Есть группа работников, для которых вакцинация является обязательной, потому что они могут перенести эту инфекцию на других. Они в этой группе. Да, она добровольная, безусловно. У нас еще вот стиль такой, да, запугать и еще раз запугать, например. Ну, можно же, наверное, как-то что-то такие, какие-то слоганы, которые людям дают, вдохновляют, там, повышают вибрации. Человеку, у которого хорошее настроение, там, человеку, у которого высокие вибрации, он не пустит в себя никакую болезнь. А человек, который запуган, зашуган, он-то в первую очередь и заболеет. И если со всех этих информационных льется, как это ужасно, как это, то волей-неволей программирование людей, получается, идет. Вопрос о запугивании, да? И в зале есть только один человек, которого я запугивала. Это Алексей Пахомов. Да? Значит, так как он, я знала прекрасно, то есть я видела его эти самые. Вот этот человек, которого я реально запугивала. Он 3 раза Почему именно его? Но, потому что, когда, значит, непосредственно мне показали его медицинскую карту, я поняла, что через некоторое время его запугивать не надо будет. Нужно будет звонить Лене Афраимовне и говорить: спасай. Есть человек, который, да, вот его я запугивала, я говорила: вы до сих пор не дошли? Да? Вы что? Так, как вы сегодня не сходили? Он говорит: у меня сегодня то-то. Я говорю: сходите. Да? И то есть это происходило так. Относительно людей, даже когда я выступаю на брифинге, Елена Афраимовна, обратите внимание, я благодарю тех, кто сегодня вакцинировался. Я говорю спасибо тем. Я каждое утро поддерживаю медиков, которые заходят и смотрят в глаза тем, которым они не могут уже ничем помочь. Вот они просто не могут. Поэтому сказать о том, что власть запугивает, ну, мое мнение, от того, что даются цифры, это было, чтобы общее понимание. Что происходит? Что он не ушел, и не более того. Никто не ставил цели запугивать. Никто, не надо бояться его. Что вы скажете тем, кто надеется на свой иммунитет, кто уверен в нем, ну и не спешит вакцинироваться? Как санитарный врач, что вы скажете? Ну вот, здравствуйте всем участникам. Я вот слышала некоторые вопросы и вот хочу подключиться. Но начну, наверное, издалека, из-за печки. Вот я услышала вопрос, что такое коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет – это когда он бывает высоким, бывает низким. Вот 20% это тоже иммунитет, он тоже коллективный. 80% это тоже иммунитет, и он тоже коллективный. Мы все устали от масок, от локдаунов, от дистанционного обучения, от ограничений. У нас нет концертов, нет таких полноценных встреч. Для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, нам нужно достичь 70% не менее. А сейчас уже ставится задача 80% коллективного иммунитета. И вы поймите правильно, из этой ситуации мы можем выйти только вместе. Не один отдельно взятый человек, который позаботился о своем здоровье и поставил прививку, а только вместе. Вот когда будет 80, вот тогда все общество оздоровится. Тогда, возможно, мы придем к тому, что будем ходить без масок, к тому, что не будем соблюдать такие строгие правила, как работа общепита до 12 часов. Тогда откроются детские площадки. Только вместе. Мы не должны думать только о себе, вот поставил и все. Мы должны думать и об окружающих. Поэтому не получится так, что вот один привился, другой нет. Или остановиться на полпути. 46% привили, а остальные, значит, свободны. Не выйдет. Мы будем в таком затяжном положении вот постоянно. Дело в том, что вирус, он еще постоянно мутирует. Мы уже знаем несколько, там сотни видов мутаций различных. Из них эпидемически значимо, вот сегодня ВОЗ определила 5 уже видов. Это вот вы знаете, этот британский, индийский, бразильский, и вот теперь у нас индийский. Вот у нас в республике сейчас 92% это все штамм Дельта, вот индийский. Появился еще один новый, теперь уже штамм, который может к нам прийти из Латинской Америки, из США. Это штамм Нью. Сейчас говорят о штаммах Лямбда.
Вы понимаете, чем быстрее мы достигнем этот коллективный иммунитет, тем быстрее мы вытесним вообще этот вирус ковида из нашего общества. И тогда эти 80%, которые были привиты, они защитят тех людей, 30%, которые остались по тем или иным причинам непривиты. Вы знаете, это только вместе. Мы связаны одной целью и скованы одной целью. Поэтому тут, действительно коллективное сознание должно быть. Так, по поводу, чего сказали там, что дети болеют. Действительно, вот с началом учебного года у нас усилились миграционные процессы. Все вернулись из разных регионов. И, как и следовало предполагать, у нас в первую же неделю учебного года начинается подъем ОРВИ. Ковид – это тоже сезонное заболевание. Оно тоже относится к группе респираторных инфекций. Соответственно, и усиливается и заболеваемость ковидом, риски возрастают. Поэтому у нас задача стоит перед тем, быстрее нужно это все сделать. Иначе нас захлестнет волна как гриппа и ОРВИ, так же еще и ковид. А это очень неблагоприятный прогноз для тех групп населения, которые у нас особенно слабые. Это вот пожилые люди 65 лет и старше и имеющие хронические заболевания. В США уже начали вакцинацию детского населения с 12 лет. У нас в России пока еще детская вакцина до конца не доделана. Вот обещают ее в ближайшее время, в сентябре, в октябре бывает. Поэтому возможно, что и подросткам, детям будут ставить эти прививки. Я бы с удовольствием привила своего сына, но, к сожалению, не хватает ему 3 месяцев, чтобы вот поставить эти прививки. А как часто надо делать ревакцинацию? Я, наверное, отвечу. Значит, изначально, что это через год. Но, повторюсь, мы с вами вошли в этап экстренной вакцинации, и поэтому сегодня, согласно методическим рекомендациям, это каждые полгода. Вот я, допустим, по себе хочу сказать, что я уже и ревакцинировалась, не только вакцинировалась, но уже и ревакцинировалась, причем не только себя, но и всю свою семью. Когда меня спрашивают, вы министр, вы просто обязаны. Ничего подобного. Я в первую очередь повела на вакцинацию свою маму, которой 70 с лишним лет, и повела своих детей, которые там 20 и 27 лет. И тоже в том числе и мои родственники, они тоже уже все ревакцинированы. Поэтому я, как врач, наверное, воспитанный на том, что вакцинация – это действительно единственное спасение от любой инфекции. Просто для себя не мыслю, как можно не вакцинироваться при какой-то инфекции. Для меня это обязательное правило. И правило для всей моей семьи. Я никогда в жизни своим детям не делала метод вот от гриппа. Вот сейчас грипп придет, я от гриппа их отвакцинирую. Мама у меня привита Превинаром, как возрастной человек. То есть все вакцины, которые сегодня существуют, я считаю, что они существуют не просто так. Это основная стратегическая задача остановить любую инфекцию. Причем, вот возвращаясь к тому вопросу, когда вы говорите, нас заставляют, для меня непонятно, к примеру, когда повар идет работать в тот же пионерский лагерь, у него есть обязательство привиться, допустим, от гепатита А или Б. Ни у кого не возникает сомнений, все идут и прививаются, потому что без этого не возьмут тебя на работу. Это его обязанность, он декретированная группа. Когда там человек егерь, он обязательно должен от клещевого энцефалита привиться. Никто не возражает, идет и прививается, причем чаще всего даже за свой счет. А сегодня вакцина бесплатна. Кроме того, когда мы едем с вами в Африку, мы обязаны привиться малярии, или в какую-то западную страну, эндемичную по тому или другому заболеванию. Мы идем, добровольно прививаемся платно. Ни у кого не возникает вопросов. Но когда же сегодня говорится о ситуации, которая действительно катастрофически сложная, и должно прийти определенное самосознание, мы почему-то считаем, что нас навязывают к нам, что-то еще говорят. И вот вы говорите, я очень позитивный, эмоциональный человек. Я с вами согласна в части того, что действительно здоровье очень много зависит от именно собственного самочувствия, самонастроя. Это все прекрасно, замечательно, поддерживаю вас в этом абсолютно. Но с другой стороны, любая информация, в том числе, слышится тоже так, как мы хотим ее воспринимать. Нельзя же, говорят, оптимист и пессимист, стакан наполовину полон, наполовину пуст. И когда Ольга Валерьевна брифингует каждый день и говорит такое-то количество человек, у нас же есть масса людей, которые хотят знать ситуацию. То есть это просто постоянное информирование, ни в коем случае это не запугивание. То есть как воспринимает каждый слушатель ту или иную цифру. Да, и вот, кстати, Соня, говоря на этот вопрос, я опять к Гинзбургу, Я же, вы прекрасно знаете, что я не медик, я юрист. Я могу только ссылаться на авторитетные источники.
И вот у Гинзбурга на прошлой неделе именно на форуме прозвучала такая мысль. Вакцинация должна стать такой же привычкой, как чистить зубы. Это сегодня правило. Вакцинация от коронавируса. Мы пришли в эту, значит, непосредственно, он пришел, он уже живет вместе с нами, этот вирус. Как чистить зубы? Вот точно так же должна быть и вакцинация от коронавируса. Поэтому сегодня вот Лена Фраимовна говорит, что уже мы исходим из того, что ревакцинация один раз в полгода, да, может быть даже этот как бы срок, да, может быть он и чаще будет, да, но вот, например, с учетом того, что первые 1,5 года я практически вообще никуда не двигалась, не выходила, да, у меня меньше было страхов. Сейчас, даже исходя из того, что я ревакцинирована, да, то я уже начинаю смотреть в сторону Елены Фраимовны и начинаю спрашивать, ну, через сколько поставим? Вот реально, да? А я очень позитивный человек, вот я стараюсь, да, и вот к вопросу говоря... Стоит только начать, и конца этому не будет. Да, конца этому не будет, да? И вот сейчас вот я скажу, да, к вопросу о позитивности. Вы знаете, с чего вот утро после того, как я сводку посмотрела, да, как бы, значит, я звоню Елене Фраимовне вот уже на протяжении 2 лет. И вот это уже такая вот традиция для того, чтобы понять ее состояние. И поверьте, пока я не услышала, что Елена Фраимовна улыбается и засмеялась, она на работу не выходит. Я буду ее мучить, значит, говорить, ну что там у тебя, то другое, я ее буду как-то подбадривать. И вот пока я не услышу вот ее смех, я как бы спокойно на работу не выхожу. Все, я поняла, все нормально, все нормально настроены, заходим. Вот в эту ситуацию заходим ровно такими, какими мы есть. С лицом, с состоянием заходим. Нам тяжелее всех. Потому что вся страна попала в эту ситуацию, и она действительно сложная. И вот когда они, медики, говорят о коллективном иммунитете, мы как будто не слышим, что они говорят. А на самом деле они говорят о барьере, который должен быть. И когда мы первые разы говорили, разорвать цепочки, не передавать, а сейчас просто барьер, чтобы он не усходил. Это вызов человечеству. Вот тут прозвучало в нашем разговоре то, что не найдено лекарство, да, от этой болезни. Мы работаем по версии 11 по ВОЗу. Да? ВОЗ издал 11-ю версию лечения ковида. Мы от этой рекомендации ни на шаг, ни налево, направо не отходим. Дал рекомендации по лечению ковида, как обычно лечили, как обычно пневмонию. Там антибактериальная терапия, плюс еще рекомендация вот уханьской, по китайской версии, плюс еще гидроксихлорохина, противовирусные там от гепатита, рибавирина были, да. В этом году, значит, появились биологические препараты, как говорила это Илсира, Артлегия, ну вы, наверное, не знаете. И, уже все знают. Да, Актемр, это Цилизумаб, вот это, да. Я работала в Москве, потом в районной больнице, да, и сейчас работаю в ЯРКБ. В илузном периоде в основном ковид лечат глюкокортикостероидами и антикоагулянтами, то есть разбавляют, кровь разбавляем, да, гормональная терапия и плюс антибактериальная терапия. Второй этап пациента начинается уже в ЯРКБ. Я уже это в республиканском масштабе говорю. Значит, в ЯРКБ там биологические препараты очень используются. Илсира, да, вот то, что я сейчас не стану перечислять. Здесь в ЯРКБ у нас работают очень профессионалы, наши специалисты-пульмонологи, да, сами смотрят, тут же открывают КТ пациента, и тут же они коррекцию лечения делают. Я бы сказала, у нас специалисты даже лучше, чем в Москве. Специалисты очень хорошие, это наши пульмонологи Барашкова Татьяна Викторовна, да, Савина Мария Борисовна и Ольга Алексеевна Климова. Я горжусь, что работаю с ними вместе. Очень приятно слышать, да, такое, что в нашем ЯРКБ специалисты лучше, чем в Москве. Да. Человек, который везде работала. Есть мнение других людей. Вот, в частности, человек вообще абсолютно далекий там от политики. Он чисто клиницист. Приезжают к нам, вот буквально недавно у нас приезжали, да, большая комиссия, направленная, значит, Мурашко. Коллеги, практические врачи тоже. Сегодня у нас врачи с ФМБА находятся в нашей республике, и все отмечают высокий профессионализм наших докторов.
Причем это касается не только ковидной ситуации на сегодня. К нам приезжают там научные центры травматологии, кардиологии, нефрологии, то есть по всем направлениям. И все всегда говорят о профессионализме докторов. Что же касается лекарственных препаратов, да, действительно, у нас 11-я версия уже. Мы знаем, на самом деле ковид, надо дать должное Министерству здравоохранения Российской Федерации, это единственное заболевание сегодня во всем мире, наверное, может быть там вообще в целом, где прописан каждый шаг, прописан вообще реально. Там 200 страниц методической рекомендации по одному заболеванию. Там написано от начала входа в дверь к пациенту на амбулаторном этапе и, простите, провода в последний путь. Досконально каждый шаг. Написано все виды лекарственных препаратов, все виды анализов, как корректировать. Причем есть отдельные рекомендации по беременным, есть отдельные рекомендации по онкологическим больным. То есть настолько расписан этот ковид, что вроде бы у врачей сомнений-то и не должно быть, как лечить. Оно везде лечение одинаковое. И здесь сегодня это так, действительно так. Но о чем говорят врачи? Не каждый человек поддается тому или другому лечению. То есть мы можем назначать кому-то один лекарственный препарат, он ему подходит, другому он совершенно не дает эффекта. Мы понимаем, что такое понятие есть персонализированная медицина. Дальше, вот занимаясь приемом большим, достаточно у нас в республике достаточно активно принимаются иммунологические препараты, которые тяжелого профиля, но это жесткие иммуносупрессоры. То есть как дальше поведет организм себя. Мы принимаем достаточно высокие дозы антибиотиков, причем антибиотики не принимаются при вирусе, они в основном уже на осложнение, на слойку, скажем так, вирусной пневмонии. Поэтому, одно и самое главное и важное, лучше вообще не болеть. Да, мы лечим, да, мы выводим пациентов, вы видите, у нас в принципе низкая летальность, но мы не знаем их последствий дальнейших. Что касается лекарственных препаратов в аптечной сети, то вот мы сегодня как раз с представителем Росздравнадзора разговаривали, они каждый день мониторируют. Сегодня лекарственные препараты, допустимые в продаже в розничной сети, имеются. Есть проблемы в тяжелых препаратах, такие как Актемра, все тоже про нее знают, это Целозумаб. Если буквально месяц назад он был в дефектовке по Российской Федерации, то уже практически месяц он сегодня в дефектовке по миру. Нет лекарственного препарата, выпускает его практически одна страна. Есть затруднения с некоторыми тяжелыми лекарственными препаратами, например, как иммуноглобулины, да, или даже инсира с Кевзарой, да. Промышленность, мы напрямую работаем с Минпромторгом России. Они нас, в принципе, всегда поддерживают, если есть возможность. Но, к сожалению, бывает такая ситуация, как сейчас сложилась. По всему миру нет Целозумаба. Мы ждем. Поэтому, еще раз говорю, для того, чтобы не допускать вот таких тяжелых случаев, чтобы вам когда-нибудь, не дай бог, понадобились эти лекарственные препараты, ради бога, привейтесь. Мы видим сегодня статистику, Ольге Валерьевне даем, что сегодня вот там 99 у нас людей лежит в реанимации, из них 87 человек это не вакцинированные. Не вакцинированные. Либо вакцинированные, не завершенные до конца. То есть не успели пройти вторую дозу, не успели пройти 21 иммунный статус. Те люди, которые вакцинированы, да, они болеют, да, к сожалению, тоже умирают. Но это настолько минимальный процент. И я все время говорю, что на самом деле вакцина не призвана для того, чтобы человек не заболел. Болеют. Самое важное, чтобы он не заболел тяжело. Вот для этого создана любая вакцина. Я хочу обратить внимание, да, что медики, которые работают у нас, сразу была поставлена задача, что мы их учим. Учим постоянно. Мы учились вплоть до того, что, китайские коллеги учили по телемосту правильно одевать маски. Вот как правильно одевать маски на азиатское лицо. Да? Для того, чтобы нигде ничего не проходило. К сожалению, Ольга Валерьевна абсолютно правильно говорит. Потому что да, чтобы подбородок в красной зоне, он, да, не подкладки допустим. делали на нос и так далее. Это действительно была особая проблема. Может, помните, да, был такой огромный скандал. У нас там медики заклеены, скотчем и так далее. Я всегда говорила, я буду заставлять медиков заклеиваться скотчем, чтобы мне не смотреть в лицо их родителей, мужей и так далее, потому что они находятся в красной зоне. До сих пор клеим.
До сих пор клеим, потому что это правильно. Те маски просто не приспособлены, простите, на переносицу азиатского народа, да, поэтому мы действительно проводили телемост с китайцами. С каждый момент, значит, наши ребята, как только от Минздрава России появилось такое предложение, да, значит, обучить наших ребят, сразу они выехали, мы первые были, на нас смотрели, говорили: а вы что-то не умеете? Он говорит: нет, вы нас просто возьмите, нам важно. Наши ребята сразу выехали и обучались. Метод рекомендаций, да, как бы у нас вот немножко всегда за спиной у нас оказывается главный наш эпидемиолог республики, инфекционист, правильно, да? Инфекционист – это маленькая хрупкая женщина, Сардана Ивановна Федорова. И она выносит вот эту вот всю, значит, вот эту тяжесть этого процесса уже в течение 2 лет. У нас были большие сомнения тогда, когда возникла ситуация. Она лишь только 2 или 3 месяца всего работала и попадает сразу на ковид. Сначала на корь. Вначале она попала на корь. 2 дня работала, потом попала 2 на дня корь. работает, она попадает на корь. А как вы помните, конец декабря у нас была колоссальная вспышка. И вот это вот, ну, в моем понимании, это девочка. Да, и вот сегодня она правильно, грамотно, да, в составе министерства все выстраивает. А мы просто ее закрываем для того, чтобы она могла нормально себя ощущать. Многие вопросы психологически при таком управлении просматриваются. Поэтому у нас действительно хорошие доктора. Достаточно ли у нас медперсонала для обслуживания опять? Я однажды зашла в красную зону, на Губина, значит, меня встретили 2 огромных санитара. Я говорю: парни, вы откуда? Они говорят: ну, деньги летом зарабатываем. Значит, я говорю: юристы. Я говорю: юристы? Они говорят: да, юристы. То есть мы принимаем, то есть ту работу, которую должны выполнять санитары, нормально выполняют, поэтому у нас сказать, что у нас там какая-то недостаток кадров, его нет. Другой разговор, Алексей, я слышу тебя, о чем ты спрашиваешь, да, как бы, готовы ли мы безгранично расширять объемы для того, чтобы возле каждого больного поставить санитара или медсестру? Нет, не готовы. Мы готовы выполнять стандарт оказания медицинской услуги. Стандарт оказания медицинской услуги. Вот он, сколько он подразумевает, так сегодня все стандарты у нас во всех больницах выполнены. Если есть у нас какие-то проблемы в районах, то, соответственно, туда просто уходят бригады, временные бригады. Даже вот сегодня, когда приехали специалисты, значит, по предложению вот Айсен Сергеевича Мурашко, отправлял на министра здравоохранения, мы просили своих выйти на время из красной зоны и заводили этих специалистов. То есть сказать, что есть вакансии, их нет. Я вот смотрел прямой эфир ваш Верхневилюйский, и там постоянно какие-то женщины там нападали, там и спрашивали: да, вот вы меня лишили работы, из-за вас я осталась без работы, там, кто моих детей будет кормить и так далее. Ну, то есть вопрос такой есть, да, и как бы надо, наверное, как-то ответить, что делать. Ну. Я относилась и относилась к людям. Людям нужно относиться бережно. Обратите внимание на риторику. Вот почему я благодарна Ясе, да, как бы вот Коля Борисов здесь сидит, потому что если взять и сложить все заголовки Ясе вот тех брифингов, которые проходят, там нет количества столько-то. Там есть четкая ситуация, как она развивается. У нас, например, мы посмотрели по анализу, пошли беременные. Сразу идет мой посыл: товарищи, берегите беременных, вакцинируйте того-то. Да? Значит, возникла другая, пожилые, вы помните, пожилые. Пожалуйста, берегите своих пожилых. Коллеги, у нас пошли эти самые семейные случаи. Да? Они же у нас не просто так возникают. Мы анализ взяли, Изабелла Юрьевна дала, звонит и говорит: ну все, пошли опять, значит, юбилеи, танцы и так далее. Хорошо, давайте, да, мы выведем ее на эту самую. Поэтому в данной ситуации, когда вот на брифинге, я всегда говорю о том, что да, есть категория, которая обязательна. Да? Есть категории, они сегодня выбрали. Поэтому я говорю работодателям: находите диалог. Если у человека медотвод на основании иммунологической комиссии, берегите его. Берегите. Он в колоссальной зоне риска. В колоссальной. Поэтому, если невозможна удаленка, создайте ему такие условия, чтобы он не контактировал меньше. Вот это вот об этом всегда это говорилось, точно так же в Верхневилюйске. Да, потому что речь не идет о том, что мы всех оставляем, берегите, их надо беречь, но их именно беречь надо, как беременных. Афанасий Семенович подключился, Владимиров. Вы нас слышите, да?
Вы болели, да, вакцинировались? Да, я болел и достаточно так серьезно болел. Спасибо врачам под руководством Татариновой Ольги Викторовны. Они очень профессионально и достаточно так с вниманием относились. Чувствуешь себя очень плохо, когда все тело ломит, и некоторые моменты сознания работают совсем не так, как нужно, да? Становится страшно не за себя, а за своих близких. Поэтому я всем своим родным, близким всегда рекомендую вакцинироваться. Мои сестры, братья и дети, у нас достаточно многодетная семья, все вакцинировались, и наша мама в таком возрасте, что достаточно мы за нее беспокоились. И тоже мы ее вакцинировали. Болезнь уносит наших близких. И от ковида умерла моя любимая учительница Тимофеева Раиса Егоровна зимой. Человек, который дал путевку мне в жизнь своими знаниями, своей энергетикой, своим таким жизнеутверждающим подходом. К сожалению, ее сейчас нету, и мне ее не хватает. После ковида умер уже мой старший наставник Василий Егорович Васильев Харасхал, писатель, драматург. Мы с ним долгие годы дружили, совместно реализовывали различные проекты. Он болел, относился к своей болезни несколько так, как будто он победил ее, и уже сразу же после выхода из больницы начал действовать достаточно активно, выезжал в различные поездки, то есть не берем. Хотя мы ему настойчиво говорили, что нужно беречь, нужно ограничить движение. Ну и, конечно же, организм не выдержал, и сейчас с нами Василия Егоровича нет. Поэтому не нужно терять родных, близких, нужно относиться с ответственностью. Я не понимаю тех людей, которые говорят, что вакцинирование это какое-то чипирование или еще что-то. Я не думаю, что наши врачи, которые дают клятву Гиппократа, сегодня работают ради каких-то там фантастических вымыслов. Они ответственны, они любят, также любимы и хотят, чтобы люди долго жили здоровыми и счастливыми. Я преклоняюсь перед работой врачей. Большое им спасибо. Ольга Валерьевна, Елена Афраимовна, крепитесь, как говорится, я как коллега вас всегда поддерживаю. Вот. Поэтому призываю всем вакцинироваться. Можно я скажу, я всегда очень хорошо тоже относилась к Харасхалу, да? Когда Василий Егорович заболел, мы его, в общем-то, практически вели, индивидуально, смотрели, постоянно выясняли, как состояние и так далее. Когда он вышел, как бы по-человечески радовались и в больнице, потому что, действительно, он достаточно сложно пережил. А вот потом, когда он начал активную деятельность, да, я дважды поднималась в кабинет к Афанасию Семеновичу и говорила: пожалуйста, останови его. Пожалуйста, просто останови. Не надо, невозможно так совершенно, да. Но мы же убеждены в своем организме. Мы верим в свои силы, в свой иммунитет. И спасибо Афанасию Семеновичу, что вы меня тоже слушали, не выгоняли за это из кабинета, что я на вас там давлю, но все наши мысли, они всегда были только для того, чтобы мы понимали, что не все так просто. Врачи же сказали, что год назад, 1,5 года даже назад, да, непонятно было, как лечить, новое заболевание, пандемия пришла, а у вас статистика идет, да, каждый день сколько-то заболеет, сначала первый человек занес там, потом от него очаг пошел, потом этих очагов, и все это идет. Как вы себя чувствовали при этом? Как вы себя чувствуете сейчас? Вы привыкли с этим жить? Или как вы, ваше состояние внутреннее какое было, когда все это только начиналось? И сейчас как вы с этим живете? Вы все время в этом информационном поле. Очень тяжело. Начинаем.
Вот, тем более много Она вас критиковали. ответить. 2 блондинки, и это. Вот слушайте, она справляются там. Вы же читали, знаете, конечно, да, что вот такие Соня, были вот мнения. слышала ее смех. Вот, все. Достигнута ситуация. Да, мы Достигли ровного состояния. Начинаем идти. Вот без ее смеха день не начнется, поверьте. Вот как сейчас. Лена, может, твоя очередь. Ну, не знаю, как на это ответить. Невозможно было себя не собрать волю в кулак, невозможно было не впрячься, не начать, ну, не знаю, взять не то что ответственность колоссальнейшая, потому что мы с Ольгой Валерьевной посчитали, 110 нормативных актов мы сделали, да? 110 нормативно-правовых 110 нормативно-правовых актов сделали, которых никогда в мире не было. Они касались всего, они касались, начиная с оперативного штаба, значит, всей деятельности отраслей всех, ну и заканчивая, конечно, медицинской деятельностью. Тут вопросов нет, у нас их еще больше. Все всегда было впервые, и это развертывание обсерваторов, я прям помню, у нас просто исторически, мы вот книгу с Ольгой Валерьевной будем писать. Возможно, когда-нибудь там Ольга Валерьевна отразит свои эмоции, а я чисто статистику медицинскую. Была несчастная ЧНД, известная во всей стране. То есть такие вещи, которые не только там нашей республики касались, но я хочу сказать, что те кейсы, которые были проработаны оперативным штабом, значит, который возглавлял глава Ольга Валерьевна, является замом, и те кейсы, которые были разработаны в Минздраве, они сегодня работают по всей стране. Взять этот пример ЧНД, это вахтовые поселки, регламент по вахтовым работам. Да. Изабелла Юрьевна что-то хочет добавить, да? Вот. Я просто помню, как мы с Изабеллой Юрьевной ночью сидели, вдвоем писали этот несчастный регламент по ЧНД. Помнишь, ведра, туалеты рассчитывали и тому подобное. Расслабиться себе возможности быть непозволительно. Жалеть себя непозволительно. Мы решили определенно, что мы остаемся 2 блондинками. Да, для того, чтобы не путали, я вот начала волосы отращивать, кто заметил, да? Значит, что у нас это... Но хэштег 2 блондинки, мы так и остаемся. И... Вот тогда на том этапе, остаемся. И... Вот тогда на том этапе, на первоначальном, когда еще были... Когда не было еще ковида. Да. Знаете, тогда стояла задача такая, не допускать эту инфекцию как можно дольше, потому что лекарств нету, СИЗов нету, ИВЛ нету, масок нет, как разворачивать там что пока не знаю. Поэтому самое главное не допустить большого количества, поэтому охраняли границы, поэтому хватали там каждого и размещали в этот обсерватор, поэтому в каждом районе было развернуто много операторов. За это время там и скорую помощь учили, и всех инфекционистов и стационары разворачивали. Вы знаете, это время только выяснили, время. Сейчас уже лекарства есть, СИЗы есть, врачи уже все знают, все регламенты написаны. Поэтому сейчас, с одной стороны, легче, у нас уже вакцина появилась. И теперь очень удивляет, когда люди, имея все это, зная все это, они все равно продолжают сопротивляться. И вернемся к теме прививок, я хочу сказать. На самом деле все понимают пользу прививок. На самом деле все знают, что они полезны. У всех это яркие примеры, это ликвидация натуральной оспы, полиомиелит, корий, гепатит. Сотни раз заболеваемость снизилась. Любой новорожденный, который родился, он сразу же получает прививку от гепатита и от туберкулеза. И вот, в принципе, никто ведь не отказывается от этих прививок. А теперь, значит, начинают вредничать. Самое настоящее вредничать. Ну, по разным причинам, но сейчас это, я считаю, что это больше вот сопротивление к тому, что власти... Изабелла Юрьевна, идем дальше, убеждаем. У нас нет... Идем дальше, убеждаем. Да, у нас нет другого выхода. Я просто удельный вес вот выступления слушаю, да, и вот как бы хочется вот свои 5 копеек тоже вставить, про прививки рассказать. Нет, просто помните, Изабелла Юрьевна, когда ровно год назад, ну, в августе 2020 года, если поднять все СМИ издания, они все пестрили, когда будет вакцина, когда будет вакцина. Что же такое, почему нам не дают вакцины? Как только год прошел, вакцина появилась, теперь говорят, не будем вакцинироваться. Но такое наше общество, поэтому, да, действительно, продолжаем убеждать. Ну, страшно, боязно, да. А я вдруг вспомнила, что у меня есть 2-й диплом, тоже красный. Антикризисное управление. Да? Я поняла, что опыт меня в политике в течение 10 лет позволяет предусматривать при решении тех или иных вопросов именно в том числе политическую составляющую. Да?
когда открываем первый обсерватор, жесткая позиция Маргариты Егоровны Игнатьевой, открываем его в реабилитационном центре. Я стою, как за Сталинград, и говорю, значит так, 75 лет Победы, никто его в реабилитационном центре для ветеранов войны не откроет. Этого не будет. Мы будем держать его ровно столько, освобождайте все, что хотите. Но будем его держать ровно столько, чтобы как можно больше ветеранов прошли, пока у нас такая возможность есть. Потом уже тогда, когда мы пошли на ограничение плановой помощи, тоже было достаточно сложно. Но вот я Николаю, по-моему, в интервью говорила, для меня не было ситуации страшнее, чем решать вопросы, которые связаны с новыми условиями захоронения. Не было ситуации сложнее сказать очень близкому мне человеку, Оксане Александровне Винокуровой, что ей придется хоронить супруга в закрытом гробу. И я ничем ей не могу помочь. Не было ситуации сложнее. Не было ситуации сложнее, когда в какой-то момент я понимала, что, я четко знала, и сейчас мы знаем, что не имею права бросить то, что происходит. Мы должны уже дойти до этого финиша. И я уверена в том, что будет коллективный иммунитет. И я буду выходить, я буду убеждать людей. Это важно. Но самая страшная ситуация тогда, когда Наталья Иннокентьевна Маркова мне сказала, я не могу разговаривать сегодня с родственниками умершей беременной. Наталья Иннокентьевна, встаем, идем и разговариваем. Ольга Валерьевна, я не знаю, что им сказать. Вы им говорите правду. А я сегодня буду разговаривать с населением и призывать население, и призываю сейчас, если возле вас есть беременная женщина, пожалуйста, вакцинируйтесь. Для того, чтобы Марковой не разговаривать с родственниками так, как ей это пришлось это говорить. Это, наверное, было самый первый ударный, да? Ну да, самый тяжелый. Я человек вообще достаточно трудно эмоционально выводимый, но плакала я 2 раза. Первый раз, когда у нас ушла первая женщина, фамилию не хотела говорить, да, действительно, Рожина. И второй раз, когда у нас ушла первая беременная. Это вот действительно через свою душу, это понимание того, что мы сделали все, что возможно, но, к сожалению, врачи не боги. И самое важное, что вот с беременной ей можно было помочь, ее можно было защитить, а мы это не сделали. Что-то не донесли, что-то не сказали, что-то, видимо, недоубедили. И вот это все равно лично на моей совести. Я предлагаю все-таки рассказать нашим, пользуясь присутствием наших спикеров, чтобы они рассказали, когда мы достигнем коллективного иммунитета. Да, один вопрос у меня по поводу вакцинации нашей тематики, да, сегодня. И сейчас что-то можно сказать, мне вот очень интересно, в каком плане пойдут исследования вот этого влияния всех наших дымов и вируса, и сейчас, да, смога, и есть ли какие-то данные сейчас? Прям очень интересно. Спасибо. Ну, на самом деле, каких-то научных исследовательских данных нет, но мы прекрасно понимаем, что неважно, какой дым. В Якутии вчера, сегодня, позавчера мы все понимаем влияние угарного газа. Здесь это не исключение. Однозначно, конечно, ни пользы для здоровья здесь нет. Мы поэтому очень активно призывали всех беречься не только от ковида, но и от дыма, особенно детей, пожилой возраст, которые особенно подвержены. Причем не буду напоминать, что все-таки у нас есть краевая патология. Мы не то что по стране, а по всему Дальнему Востоку даже, в принципе, к нам близкому, стоим выше по уровню заболевших бронхолегочными заболеваниями, поэтому и так не совсем здоровы. Буквально сегодня как раз разговаривала с коллегами с ПМБА. Если в прошлом году за весь период пожароопасный это было 43 человека, из них там 8 госпитализированы, то в этом году это 1032 человека, и из них вот как раз более 100 человек госпитализированных, в том числе и дети. В прошлом году детей не было. Ольга Валерьевна, вопрос. А вот скажите, пожалуйста, была речь ранее, или я немножко ошибаюсь, но вот те новые объекты здравоохранения, которые строятся по национальному проекту здравоохранения, в них вот с учетом пандемии какие-то будут нововведения или нет? Поэтому нововведения будут для того, чтобы нам не перекрывать, значит, сами по себе. Вот первая команда, которая была дана, и вот Артем тоже не даст соврать, для того, чтобы отделить, значит, одно помещение от другого, это осуществить заклейку, значит, этих самых труб вентиляции
для того, чтобы не проходило. Соответственно, здесь уже эти все больницы строятся с возможностью секторального их разделения. Тогда с Роспотребнадзором решили определенно, что мы проектируем уже абсолютно шлюзный вариант. Вот, то есть шлюзы, боксы, шлюзы, вот это одно, да, практически одно и то же. То есть даже больница Хану сегодня в один момент может превратиться в большой инфекционный стационар за счет того, что мы ее так спроектировали. Да, и мы еще оставим входы для плановой помощи, для того, чтобы очень их много разделить входов, потоки. Абсолютно верно. Шлюзов, закрытий, ограничения КТ в том числе. Вот мы, надо сказать, что ковид не только минусы приносит для нашей республики, но и плюсы. Это, в частности, как долго мы бились по поводу установки компьютерных томографов в малых населенных пунктах. И, слава богу, в законе этот формат появился. И вот благодаря этому вот у нас сегодня в той же Чуракче буквально скоро запустится КТ, в Намцах запустится, в Тампонском районе, в Горном районе, в Хану будет, вот в арктической зоне будет КТ, где 2500 человек живет, да. В период ковида мы 5 КТ поставили, то есть здесь тоже надо понимать это тому, кто как воспринимает информацию. То есть как только вступает в силу новая рекомендация, старые все отменяются. То есть мы сегодня живем по 11-й версии, готовится 12-я версия, и вот как только она вступает в силу, старые все аннулируются. В течение суток проводится переобучение, до всех главных врачей доводится ситуация, они выходят на 3-часовые курсы повышения квалификации, мы начинаем менять объемы, и запасы, пересматриваем запас лекарственных препаратов и смотрим обеспечение. С одной стороны, как будто бы это немножечко легко. Сбоев куча. И, конечно, когда люди на них попадают, да, возникает масса вопросов. Вот сейчас мы понимаем, что наша задача, мы сейчас увеличили количество людей на колл-центрах, садим психологов на колл-центрах, потому что вот нагрузка опять растет. Значит, добровольцы у нас тоже пойдут, волонтеры на колл-центры. Сейчас увеличилась нагрузка. Поэтому вот каждый раз оперативное решение каждого дня, оно может быть разное. А достаточно ли вот в ковидных госпиталях реанимационных коек? Мы на сегодняшний день, вот если вспомнить самый первый стандарт, 198-й приказ Н, он и продолжает действовать, то должно быть 5% коечного фонда реанимационного на количество инфекционных коек. И, соответственно, мы как только увеличиваем койки по республике, а у нас их на сегодня, кстати, 2118, из них 1080 в Якутске. Заполненность сегодня 82% в среднем по республике, соответственно, мы увеличиваем и количество реанимационных коек. То есть, если вспомнить начало, то у нас вот РКБ, которое было изначально, то у нас был там, условно говоря, целый корпус, там провизор ковид и плюс 6 коек реанимационных. Сегодня практически вот этих 2 корпуса, кто знает, да, вот эти две сестрички, это практически все реанимационное отделение. Помимо этого еще есть реанимация в РБ номер 3, есть реанимация в РБ номер 1, есть реанимация в каждой районной центральной больнице. Мирнинский район, почему тут прозвучало удивление, да? Мирнинский район у нас считается вторым центром ковидным, то есть западную часть Якутии Мирный берет на себя. То есть у нас такая маршрутизация, потому что так бы просто Якут задохнулся, если бы мы брали бы всю республику на себя. Поэтому, конечно, вот для этого и спасибо Мурашко за то, что он нам отправил. Сегодня 6 анестезиологов работает, которые помогают коллегам, часть в Мирном, часть в Якутске, для того, чтобы как-то снизить нагрузку на наших специалистов. Поэтому, конечно, еще раз повторю, каждый вот виток сейчас на самом деле, наверное, уже можно говорить о 4-й волне, а мы всегда превышаем Россию, почему так традиционно сложилось. У меня есть своя... По времени вперед. Да. У меня есть своя теория. А по количеству смертности? По количеству смертности мы стоим в конце. Сколько дает город Якутск и сколько районы? Вот этого ты хотела. Практически одинаково, 50 на 50, да, к сожалению. Ну, потому пропорционально заболеваемость. Да, у нас просто получается, что город, да, столица и вся часть остальной республики, это практически, мы говорим, что 30, да, на %, а на самом деле 50 на 50 проживающих, да, если еще оттуда убрать, детей и привлекать там народ, который работает в Мирном, да, вахтовики и тому подобное, то есть по населению мы получаемся 50 на 50, поэтому смертность такая ровная. А вот эта 4-я волна, о чем я хотела сказать, она, конечно, опять начинается раньше, чем по стране, потому что даже сегодня я показывала диаграмму Ольге Валерьевне, вся страна идет вниз, а мы уже опять идем наверх.
Когда мы шли вниз, страна поднималась наверх. Вот буквально 2 месяца назад у нас была немножко другая картина. Мы идем, да, действительно, мы параллельно идем с Москвой. Мы очень вровень идем с Москвой. И, допустим, если страна 3-ю волну встретила на 21-й неделе, то Республика Саха-Якутия на 14-й неделе. И сейчас, вот я говорю, мы уже плавно переходим на 4-ю волну, но не в этом вопрос. Вопрос, что с каждым разом это все тяжелее и тяжелее. Вот доктора не дадут соврать, сложнее лечить, тяжелее болеют, дольше болеют, быстрее заболевают. То есть, если мы раньше говорили, что, допустим, от первого клинического проявления там, до развития большой пневмонии это 2 недели, сегодня это 3-5 дней. Да. Есть молниеносность абсолютно течение формы, поэтому, на мой взгляд, зачем так рисковать своим здоровьем, когда есть возможность просто простейшим способом, еще раз подчеркну, бесплатным, себя защитить. Я вот это отвечаю, для меня это уму непостижимо, может быть, это мое просто такое мнение. Нам вообще страшно повезло с Леной Ефраимовной, потому что если у нас, например, за спиной Сарглана, которую, мы, так сказать, оберегаем, то впереди нас глава. Вот честное слово, потому что, в принципе, мы приносим аналитику, ставим задачу, говорим, так, нам нужно на запас, например, денежные средства на тот. Ясно, да? Так же, как было с тестированием. Александр Сергеевич, вот впервые появилось, там в Красноярске, только начинается новое тестирование. Давайте закупим. Хорошо, покажите мне все, что есть. Показываем, экспериментально. Значит, я буду думать. На утро приходим, говорим, Солодов на Камчатке уже это тестирование используем. Берем? Хорошо, берем. Да, все, у нас появляется тестирование, мы увеличиваем количество, открываем лаборатории. То есть вот с точки зрения принятия управленческих решений, нам повезло. Были даже ситуации, когда вот госпиталь непосредственно открывали на Чинде, Елена Ефраимовна? Когда он меня сначала выгнал, сказал, что за дурная идея. Дурная идея, он сказал, это дурная идея, не надо открывать никаких госпиталей, госпиталь, да. Что вы здесь придумали? Потом вызвал через 2 часа и сказал, вы, конечно, блондинки, но госпиталь мы открывать будем. И у нас через 2 дня появился госпиталь Минобороны на Чинде, который, соответственно, снял первичную вот эту вот нагрузку. Люди увидели наличие вот этой медицинской помощи. И даже психосоматика, защиту увидели, и психосоматика была снята на Чинде. То есть вот таким вот образом. Поэтому вот его вот это вот такое, роль человека, который управляет и очень четко дает позиции, она очень легко с ним. И профессионально, понятно, и нам очень многие завидуют. Действительно так есть. Я просто еще 2 примера приведу, потому что все время общаюсь с своими коллегами. Не зря говорю, что кейсы Якутии распространены на всю страну. Первое – это выплаты. Выплаты медицинским работникам были впервые подписаны Александром Сергеевичем 19 апреля. Мы самые первые в стране были по выплатам. Дальше пошла вся страна. Помню такой вопрос по транспорту, когда я впервые сказала Александру Сергеевичу, мне некому ездить. И если вы помните, в прошлом году, когда у меня ездили врачи на джипах, на крутых администрациях, Александр Сергеевич сразу сказал, все с машины пересели, все отдали свои машины. Тогда это считалось нонсенсом, но в том в дальнейшем вся страна, и вы видели, что Владимира Владимировича Путина появилась строка о том, что включить выплаты и водителей, которые ездят на ковиде. Дальше, когда мы брали просто общежитие, и в Бурятии вот сейчас последнюю вспышку вот эту массовую, когда они объявили локдаун, они пошли тоже по нашему пути. Когда просто мы с Ольгой Валерьевной пошли 3 мая в прошлом году на Губина, вдвоем прошлись и сказали, нам это надо. Александр Сергеевич сказал, хорошо, берите. Значит, и ректор СВФУ, мы его долго уговаривали, разговора нет никакого. В течение 5 дней я уговаривала ректора СВФУ, он сказал, построй мне забор. Какой забор? Вот забор, чтобы вот в студгородке был забор. И, соответственно, была дана команда Минмолодежи строил забор. Сысоев за ночь построил забор. Да, и это все решения, которые принимались каждый день. Я больше всего в жизни устала от клеточек. Я так рада общению, потому что это не в клеточках, вы даже не представляете как. От клеточек людей, которым даешь поручение и обратно получаешь. По поводу как раз речь зашла, если о выплатах, если не ошибаюсь, в разных регионах эти выплаты имеют то чтобы разный размер, но в Якутии дополнительный. Вот хотелось бы у Виктории Петровны узнать, как у человека, который и в Москве работал, и на муниципальном уровне,
в Медино-Кангаласской ЦРБ и сейчас на региональном. Где выплаты? В Москве больше или в Якутии или меньше? Больше, конечно, у нас третья выплата айсеновская сейчас. В Якутии больше? В Якутии, конечно, больше. Три выплаты. Мы узнали, почему так, почему в Москве третьей выплаты нету. Оказывается, поэтому по окончании учебы я приехала здесь и устроилась на работу в Медино-Кангаласской в ковидной больнице. И до сих пор мы получаем вот третьи выплаты. 3 выплаты. Спасибо большое. 3 выплаты в Якутии. Да. Большое спасибо. С моментом хотелось бы задать вопрос Афанасию Семеновичу Владимирову. Да? Во-первых, вам, Афанасий Семенович, большое спасибо тоже за впервые, что участвуете в нашем обсуждении. И мы сейчас видели сначала ковид, потом мы пандемию, да? Потом мы видим лесные пожары. И вот, не знаю, наверное, у многих есть такие ощущения, что это вот как на войне, да? Сначала пандемия, потом лесные пожары. И вот как вы считаете, Афанасий Семенович, насколько вот общество, люди, вот они, власть, объединились или нет? И, конечно же, роль и значение глав муниципальных образований в этом. На территориях, на слегах, в районах люди в первую очередь обращаются к власти, именно к местной власти, будь то, как говорится, рождение ребенка или будут какие-то определенные беды. Мы сегодня говорить о том, что у нас в республике отдельная власть существует, отдельное общество или жители отдельно, наверное, нет у нас таких оснований. И тому свидетельство то, что вот экспертный путь сегодня работает. Да? То, что я первый раз подключился, это не означает, что я не слежу за вашими всеми темами, которые вы обсуждаете на экспертном клубе. Они важны, и на ваши экспертные оценки, конечно же, люди тоже обращают внимание. Поэтому сегодня территории, которые управляются муниципалитетами, они должны очень четко понимать, глава должен себе осознавать отчет, что его выбрали соответствующие жители района или наследия, и он несет полную ответственность. Мы, когда проводим любые мероприятия, совещания и так далее, конечно, мы опираемся на глав муниципальных районов. Их компетентность, их общение с населением должна соответствовать сегодняшнему уровню требования населения. То есть открытость, оперативность, входить в позицию жителей с тем, чтобы решать их проблему в сторону улучшения. Не должно быть так, чтобы вопрос, заданный или поставленный перед любой властью, оставался каким-то нерешенным. Есть много путей решения. Это и наши программы республиканские, федеральные, это и сообщество любое, как у нас вот во время пожаров объединились добровольцы, и на первый взгляд упрек властям, что не могут справиться, но тем не менее все ресурсы на тот период были задействованы, и помощь добровольцев как никогда, кстати, была, и все шли именно по велению, а не по какому-то требованию. Я сам тоже бывал на пожарах, на участках и видел своих знакомых, друзей, которые участвовали в тушении пожаров, оказывали помощь. Сегодня вот я переписывался после того, как прошло награждение добровольцев. Сегодня вот был дан старт о том, чтобы на всех уровнях тех людей, кто по доброй воле пришел помогать своим селянам, своим сородичам и так далее, в трудную минуту нам необходимо сказать не только спасибо, но и следовать их примеру. Поэтому я считаю, что власть наша открыта, общество задает вопросы, получает ответы. Конечно, может быть, где-то
есть оперативность, не та, которая сегодня требуется по времени. Но вы видите, как Александр Сергеевич сегодня реагирует на все те проблемы, которые ставит население. Оперативно, быстро, и мы хотим, чтобы наши члены правительства, главы муниципалитетов тоже этому соответствовали. Я думаю, что и Елена Афраимовна, и Ольга Валерьевна сегодня всегда дают достоверную информацию и реагируют оперативно на все те сложности, связанные с сегодняшней нашей темой, с пандемией. Да. А волонтерское добровольческое движение очень ярко проявило себя и во время ковида, потому что вначале у нас волонтерили по всей республике, и сейчас продолжают волонтерить по необходимости доставки продуктов, когда мы посадили пенсионеров, потом волонтерили на колл-центрах, да, у нас достаточно много было и добровольцев, и волонтеров. Но вот что касается, вот Лена задала вопрос Афанасий Семенович относительно глав муниципальных образований. У нас был период, когда было очень тяжело. Тогда Афанасий Семенович в течение 2 месяцев каждое утро приглашал на ВКС и разговаривал с главами муниципальных образований, районы, которые мы называли. И говорили, у нас вот там сложности. И называли эти главы, да, казалось бы, что может чиновник непосредственно на уровне руководителя администрации, чему учить главу района. Но парадоксально то, что учил он его вплоть даже до того, что он должен прийти и научить, как правильно снимать СИЗ. То есть этому учили тоже. Вот есть, у нас глава был Оленёкского улуса Александр Иванов. Он прямо заходил в обсерватор, он вначале научился правильно снимать СИЗ сам, а потом начал учить снимать СИЗы непосредственно. Вот Афанасий Семенович у нас вплоть до того, что спрашивал, вы смотрели, обучили, как снимают и одевают СИЗы? Ни в коем случае не допустить никаких потерь среди врачей. Это главное, как одевают, снимают СИЗы. Да? Казалось бы, руководитель, который отвечает за политику. Вот такие задачи перед ним оперштаб ставил, и он спрашивал с каждого. Вначале он не понимал, о чем мы говорим, ему с Леной Афраимовной, да, он говорил, что вы меня тут заставляете непонятно что. Потом мы объяснили, как вообще, почему это происходит, все как медики это объяснили, и все, и у нас уже все главы стали там. Я думаю, что вот Артем скажет, у него тоже глава знал, как снимать, одевать СИЗ, потому что вплоть до того, что до этих вещей доходили. Олег Желунин, СМИ «Точка взаимодействия». Да. А как у вас дела идут в районе? Дело в том, что вот то взаимодействие, наверное, сложнее наладить в столице Якутии, потому что здесь люди, наверное, разные. А вот как в районах? Дело в том, что я считаю, что сельчане, они более дисциплинированы и, наверное, не так демократичны, как у нас в столице, потому что многие отказываются, почему, не знаю, прививаться. И вот хотелось бы узнать, особенно взаимодействие с другими ведомствами. Вообще для меня это понятие, оно простое, для других это сложное, потому что есть социальная защита, которая ведет учет граждан пожилого возраста, и вот здесь необходимо, наверное, взаимодействие медиков, особенно в районах. Как у вас вот вообще происходит это? И ваше мнение, почему действительно столько мер принято, да, а у нас статистика вперед идет? По взаимодействию у нас в районе действует оперативный штаб, в районе, куда входят почти все руководители здесь районных структурных подразделений. Председателем является первый заместитель главы района, получается. И полностью вся работа исходит из этого оперативного штаба. В первую очередь, конечно, это профилактика, лечение, и полностью, ликвидация очагов по тем местам, где у нас происходит. Это в первую очередь первый контакт, очень тесный Роспотребнадзор, получается, полиция, социальные учреждения. И действует маршрутизация обязательно, это с Министерством здравоохранения, это если есть те больные, которые требуют помощи, скажем, в городе Якутске, и они переводятся по определенным показаниям. Эта работа полностью налажена. Отдельно у нас реанимационные палаты, ИВЛ, и лекарства все в достаточном количестве. А по поводу именно статистики, тут, наверное,
можно сказать, что где меньше населения вакцинировано, вот там и, конечно же, немножко идет повышение заболеваемости. Ну, а именно в части вот менталитета, наверное, каждый район свой имеет менталитет, но здесь, конечно же, население очень сплоченное, как бы, ну, знаете, да, про этот район, конечно, и она активно, как бы, идет на вакцинацию. Ну, сейчас вот уже более-менее начали активно, уже на слега подтягиваются, как бы, ну и будем догонять уже по вакцинации, чтобы именно вот, коллективный иммунитет у нас заработал. Да, чтобы вакцинировались охотнее, да, может быть, пустить информацию или на самом деле так сделать, что до какого-то срока бесплатно, а дальше это вам будет стоить, ну, я не знаю, там, 7 тысяч рублей и так далее. Может быть, это будет более творческий подход, пространство, да, либо создать какой-то дефицит этих вакцин, да, и тогда народ ломанет, наверное, с большей силой. Ну, такой вопрос. Буквально, значит, форум на прошлой неделе в Москве, замруководителя фонда общественного мнения. И вот ему тоже задают этот вопрос, говорят, ну что, что бы вы предлагали для того, чтобы вот, значит, как-то мотивировать? Ну, та же самая история, создайте дефицит и так далее, да? Значит, ну, он ровно предлагает то же самое, вот о чем ты говоришь, да, да, я сижу и думаю, ну, хорошо, кто завтра на брифинг выходит, я или Елена Фраимовна, да, ну, кому же... Да, у нас была попытка, да, я говорю, кто эту монету сейчас потянет, думаю, на спичках, что ли, потянуть сейчас, да? Прислушиваемся, да, а если все-таки мы на это пойдем? Чипы могут разойтись за 5 минут по всем, то есть, как если мы же смотрим, как запускается утка, и во сколько к нам возвращается. Это так и не ушла, то есть она по населению не прошлась. Я хочу сказать, что насчет вот вакцинации вопрос задавали. Сегодня из ЯРКВ мы выписали пациента 90 лет. Он вакцинировался в январе, феврале, да, первый, второй компонент получил и заразился от своих детей, перенес ковидную пневмонию средней степени тяжести, сопутствующие заболевания сахарным диабетом, инфаркт миокарда, фибрилляция предсердия. Вот делайте выводы. Человек вакцинировался и мог бы, ввиду своего возраста, да, у него уже компенсаторный механизм организма уже и почти нету, мог бы перевестись уже прямиком в реанимацию. Но он перенес средней степени тяжести. И работая в красной зоне, у нас у врачей впечатление такое сложилось: пациентов с сахарным диабетом, с сопутствующим заболеванием легких, их надо в первую очередь прививать, потому что они в зоне риска. Потому что, когда они заболеют ковидом, будут лечиться, конечно, глюкокортикостероидными гормонами, да, а это, в свою очередь, повышает уровень сахара в крови. И, как все мы знаем, сгущение крови идет именно при ковиде. А что происходит там с уровнем сахара, сгущение крови, сами понимаете, это тромбоэмболия, тромбоз, инсульты, инфаркты. Так что надо прививаться. У нас коллективный иммунитет все-таки не за горами, так ведь, да? Ну, если смотреть статистику, которую дает Минздрав России еженедельно, если мы будем придерживаться того темпа вакцинации, а это хотя бы 1000 в день, 1000-1500, то мы, в принципе, можем достичь его к декабрю этого года. Если мы темпы с вами снижаем, то мы сразу уходим на середину 2022 года. Ну вот оценивайте сами, как быстро мы победим ковид. Сейчас важна ревакцинация тех, кто прошел в январе-феврале, и тех, кто переболел. Вакцина для этого есть. Пока мы еще говорим свободно, что она есть. Через некоторое время, так как мы впереди всей страны, да, опять возникнет вопрос о том, что начнет к массовой ревакцинации переходить вся страна. Мы опять окажемся в небольшом дефиците, потому что в любом случае расширится, значит, круг стран, которым продается эта вакцина. И поэтому сейчас, конечно, нужно ревакцинироваться для того, чтобы, условно говоря, серьезно закрепиться. Ну и сегодня на эфире тоже, так сказать, я несколько раз делала намеренные ошибки, которые из медицинской части Елена Фраимовна взгляд видела, для того, чтобы подтвердить, что блондинки. Большое спасибо еще раз. Хотела в завершение подчеркнуть такой момент, который заметила именно на сегодняшней нашей встрече. То, что у нас сегодня, уважаемые участники, наши приглашенные гости и те, кто по видеоконференции связи, и наши коллеги, да, наверное, вы тоже заметили, что у нас сегодня получился очень такой интересный разговор, именно размышления. И за это всем вам еще раз
огромное спасибо, Ольга Валерьевна, Елена Фраимовна, всем нашим участникам по ВКС и, конечно же, коллегам. Виктория Петровна, вам отдельное спасибо.